Добрый день, моя родная Абхазия. В частности, сегодня я хотел бы передать отдельные слова благодарности Чжэнцуху. Он в очередной раз борется за право народа жить лучше. Многими, может, недопонят, журналистами и всеми пытаются из его акции быть выжаты в положительную и так в отрицательную сторону какие-то моменты. Но одно скажу, Чжэнцух, ты на правильном пути. Тебя пытаются сбить, как в свое время делали большинство политиков, махая папками, махая разными якобы доказательствами. Нет этих доказательств. Вот я в очередной раз подъехал на заправку после того, как сегодня увидел репортаж, где тебе рассказывают о цене на образование, о 18%, о бедных несчастных, которые свои 3 рубля законных не зарабатывают во благо своего народа. Но, есть но. Вот сейчас, я не знаю, видно будет стела за моей спиной. Я как в очередной раз продиктую ценник того, что там есть. 95-й евро 5, 49 рублей 50 копеек. 92-й 46 рублей. Дизель 58 рублей. Газ 26 рублей. Чжэнцух, ты прав, что наше руководство должно попросить руководство России о том, чтобы возродить льготную цену. Она была, и я думаю, она где-то есть, просто может не используется ради того, чтобы может выдавить Роснефть с рынка и сделать свою компанию. Я не знаю, какой там замысел, и ты, я думаю, этого не знаешь, но ты понимаешь, что где-то нас обманывают. Здесь население с Луганском 4 миллиона человек. Здесь аграрный край, поэтому потребление дизеля колоссальное. Это не в Абхазии вспахать, а там где-то каждому крестьянину под гектар земли и под кукурузу. Нет, здесь пахают как минимум 300-400 гектаров, чтобы посадить пшеницу, семечку. Здесь комбайны работают, здесь очень много потребления топлива. Здесь идет война, танки тоже наши на дизеле. И цена такая. Ну, хорошо, скажем, что здесь идет война, и поэтому ценообразование чуть иное. Но у нас всегда есть наша братская республика Южная Осетия, по которой мы можем равняться. Чжэнцух, все наше подразделение с тобой. Извини, что не физически. Придет время, рядом станем.